слости в развитии изобразительного искусства и пути. А я просто думаю, что это сегодня должен быть очень теплый, доброжелательный, искренний разговор о художнике, потому что сам Олег Михеевич был человеком, во-первых, который очень любил свою профессию и очень любил свою семью. Я просто хочу вспомнить такой маленький эпизод. В 1987 году в картинной галерее университета открылась выставка начинающегося тогда художника Николая Курилова. Это была его первая персональная выставка. И я просто помню, как потом Олег Михеевич пришел в музей, и мы разговорились об этой выставке, об этом художнике. И он сказал, это очень хорошо запомнилось, что Николай Курилов – это художник большого таланта, что он очень хороший композитор. Слово «композитор» – это его слово. То есть он очень хорошо делает композиции в своих листах. Я об этом вспоминаю, потому что потом в наших коротких разговорах об искусстве, а всегда разговоры были только об искусстве, он был очень деликатным, он очень уважительно относился к своим коллегам, художникам. И никогда ни одного слова я не слышала, чтобы он занимался критикой. Выставки это уже 1962 год. А в 1966 году была у нас такая очень грандиозная, очень знаменательная выставка «Якутская графика 10 лет», и где участвовали те самые люди, те самые художники, которые вывели якутскую графику на международный уровень, которые сделали якутскую графическую школу. Это Алексей Семенович Стивцев, это Валерьян Васильев, Афанасий Мунхалов, это Ефим Михайлович Шапошников, Макар Филиппов, Неофитов и, конечно, Олег Михайлович Валевский. И мир мой застынет форматом листа, где краскам моим никогда не стареть, где птицам моим лететь и лететь. Программа с этими досками, да, произведениями, я даже не знаю, как сказать. Низкий поклон вам. Спасибо, что вы не теряете вот эту связь с нашим Национальным художественным музеем. И вот благодаря вам обогащается фонд музея. Мы благодарим вас и дарим, конечно, традиционно издание музея. Спасибо. Я испытываю очень большую благодарность, так же, как все сегодня говорили, за то, что семья передала этот бесценный дар нашему музею и нашему музею, который организовал эту прекрасную выставку в новом вот этом хорошо отремонтированном зале. Я думаю, что вы все получите очень большое удовольствие. Благодарю за внимание. Поздравляю с этим праздничным днем сегодня. Я знаю, как вы так волновались, так готовилась. И просто прекрасно, что успели они подготовить, да? Вот это. Над этим очень много работала Ольга, сколько я знаю, потому что у Олега Михайловича очень много работ. И даже вот то, что раньше было альбомы, то, что сейчас пошло, наверняка то не все вошло. Потому что это был необыкновенно работоспособный человек. Он никогда не расставался с карандашом, мне кажется, поэтому и называется карандашом, художник не расстается. Но имя Ковалевской как-то звучит, как-то немножко, как польская фамилия, да, Ковалевская, якутская художника. А потому что у нее предки это поляки были. И вот дедушка приехал, не приехал, выслан в Сибирь, потому что участвовал в польском восстании. Вот откуда у него идет такая кровь, наверное, необыкновенная, может быть, и впечатлительно бунтарская. Но в то же время это был очень спокойный человек. Ковалевский, Олег Михеевич, один из вот тех графиков, которые подняли якутскую графику, начиная с 60-х годов. Мы постоянно, мы же говорим, какая прекрасная имена все стоят.
Кавалерский Олег Михайлович, это настоящий вот якутянин, который никогда дальше России вообще не выезжал. Вот если другие художники, мы куда-то выезжаем, собираемся, самое большое, куда ездил Олег Михайлович, это дом творчества Челюскинская. Сестренки Оли. Потому что я человек от искусства как бы далекий, несмотря на то, что папа художник. Но зато у нас внучка с детства рисует и сейчас учится в Санкт-Петербургском государственном университете, будет либо ювелиром, или дизайнером. Она уже на 3-м курсе. То есть немножко это проявилось в ней. Вот, что я хочу сказать? Ну, о искусстве папы очень хорошо сказали искусствоведы. Я хочу сказать, вот он человек, который был из простой семьи, но в нем была вот та интеллигентность, с которой он умел обращаться с людьми. Он с детьми, правда, не очень, да, как-то, а вот с дамами любил общаться и умел это делать. Вот, комплименты и прочее. Все вот там в мастерской. И знаете, они были очень дружны, действительно, вот правильно сказали. Они собирались часто вместе. Вот. И у нас были гости. Часто заходили художники. Вот особенно, кто только вновь прибывшие, они обязательно посещали наш дом. И Шавлов, и Засимов, вот, Собакин с семьей супругой, я помню, вот, маленькая была, то есть, ну, мы, Таисия, к тебе зашли на квасок. Так говорили, мама очень хороший квас варит. Ну, в строках своего письма, да, как говорится. В первую очередь, конечно, я хочу выразить от себя лично и от всей нашей большой семьи, от семьи сестры и от своей семьи огромную благодарность всем сотрудникам музея. Особую благодарность, конечно, Владе Владиславовне, как директору музея, Галине Гаврилевне, неизменному куратору наших выставок, да? Конечно же, Ольге Скориковой, ныне председателю Союза художников, Зинаиде Ивановне, конечно, это особая вообще моя любовь, признание.